Этот памятный камень в открытом поле – напоминание о том, что некогда здесь располагалось село Давулджар Черноморского района. Только представьте, уютное селение с колодцами, собственной мечетью и даже медресе, куда на учебу приезжали дети со всей округи. Давулджар койы мына шындыгы заманда Кировский мына касабасы болгандай бек бабабан кой болган, оны янында küçük көйлер болган. Олар эпсинде шо Давулджар койунда Бабабан медресе болган, Бабабан жами болган. Село было центральной усадьбой до выселения. Привозили детей из других сел, из Раздольнинского района, из разных сел. Дети учились 6-7 класс. И это был духовно-просветительский центр. Такой большой куеда, 10-летняя школа была, все, мельница большая была ветровая. Еще в 86 году я когда приехал, там ничего не было, ровно. Даже кладбище уничтожили там. Село населяли преимущественно крымские татары. Люди в этих краях жили обеспеченно, а некоторые даже прославились на весь Крым. Один из самых известных уроженцев этих мест – некий зажиточный помещик Аблемит Челеби, чье имя вошло в историю. В XIX веке на собственные средства и по собственной инициативе он построил мост через озеро Донузлав, который сокращал путь из Кизлева в Ахмечит. Строительство он контролировал сам, пригласил специалистов из Санкт-Петербурга и щедро оплачивал их работу. Мост был построен за полгода, а благой поступок Аблемита Челеби даже нашел отражение в фольклоре. Есть известная крымско-татарская песня «Аблемит көпір салдырған». Аблемит построил мост. Это был трехарочный каменный мост, под которым свободно могли перемещаться небольшие суда. В годы Второй мировой войны мост был разрушен и восстановлен лишь в 1964 году. Сейчас на этом месте проложена асфальтовая дорога, но участок, проходящий через озеро Донузлав, по сей день называют Аблемитским мостом. Села Тарханкутского полуострова представляли особый интерес для исследователей, благодаря чему о селе Давулджар сохранилась ценная информация в исторических источниках. В 1925 году эти места, и в том числе село Давулджар, посетила экспедиция под руководством Усейна Баданинского, и некоторые заметки из этого села он оставил в своем дневнике. Он отмечал, что в селе на тот момент было 45 дворов, здесь работала мечеть, функционировала медресе на протяжении 80 лет. Мечеть была четырехугольная, с четырехскатной крышей, и рядом с мечетью располагалось кладбище. В мае 1944 года из Давулджара было выселено 44 крымско-татарские семьи. Само село переименовали в Грозное. Но к 1970 годам оно и вовсе исчезло с карты полуострова. Сейчас в густой траве сложно отыскать даже камни от прежних домов и кладбища. Хотя, по словам выходцев из села, раньше здесь можно было увидеть и старый колодец. В 2016 году выходцы из Давулджар своими силами установили памятный камень, у которого каждый год собираются, чтобы прочитать молитву и передать память о родном селе своим детям и внукам.